Рассказал во время прямой линии Владимир Уйба и о перспективах научно-медицинского кластера в Воркуте. Напомним, здесь планируется создать научно-образовательный центр мирового уровня. В будущее предприятия в качестве партнеров вошли такие крупные российские предприятия, как Ростех, Лукойл и Газпром. У Воркуты уникальное географическое расположение, в частности, для развития северного широтного хода. Город в 200 километрах от него, а это значит, что вертолет из Воркуты в течение одного так называемого «золотого часа» может доставить до медучреждения тяжело больного человека судна на северном широтном ходу. В Воркуте как раз мы и говорим, что нужен научно-медицинский кластер, центр, где может быть оказана любая помощь. Помощь квалифицированная, и причем высокотехнологичная. Это и сосудистые заболевания, это и травмы, в первую очередь, потому что это, скорее всего, будут травмированные пациенты. Но, безусловно, это может быть и инфаркт, и инсульт, и все что угодно. Вторая часть, вот эта медицинская часть. Причем мне говорят, да кто ж туда поедет-то работать? И мы говорим, вы знаете, мы еще только начали эту идею, а уже желание поработать, не ехать туда работать навсегда, а приехать туда поработать по контракту есть не только из нашей страны специалисты, но и зарубежные специалисты. Почему? Потому что для специалиста очень важно поработать в той среде, ну, например, Заполярье, которую не создашь искусственно. Ты не создашь искусственно отрицательные температуры, ты не создашь искусственно полярную ночь. Правда? А там это есть. И это очень важно, потому что все это влияет на те алгоритмы лечения, которых сегодня еще нет, их надо разработать. А вторая история, поэтому там не будет специалисты, которые приедут, как обычно вот у нас, да, допустим, приехал человек, и 25 лет, там, 30 лет отработал, или 40, неважно. Специалисты будут туда приезжать на какие-то контракты, это может быть год, это может быть полгода, но это будут специалисты очень высокого мирового уровня, который приедет, отработает свою научную программу, допустим, там годовую, соберет материал, уезжает, но на его место мы приглашаем следующего. И это будет вот такой живой организм. Это вообще другая история. Такого нет сегодня в центре, вообще в республике. И это будет такое, точка кипения, постоянная, в хорошем смысле. А почему не только медицинский? Потому что только мы заикнулись об этом центре, тут же ученые, опять же, со всего мира сказали, нам нужно изучать что? Нам нужно изучать вечную мерзлоту. Почему? Да тает она. И сегодня строительство на вечной мерзлоте совершенно по-другому должно производиться, нежели еще 50 лет назад. То есть другие уже сегодня работают законы при строительстве на вечной мерзлоте, на современной вечной мерзлоте. Они говорят, а здесь уникальная, опять же, территория, где не надо ничего выдумывать. Вот она, вечная мерзлота. Пожалуйста, проводи научные работы, создавая экспериментальные опоры, стройки, там, не знаю, под колонны, под что угодно.